Привет, забавные интернет-люди, которых я люблю. В этом видео я хочу поговорить с вами о такой штуке, как интернет-реальность. Потому что за последнее время я понял, что жить не могу без интернета. Как вы, наверное, заметили, последние полгода своей жизни я старался меньше сидеть в интернете. Я старался реже заходить в ВКонтакт, в Твиттер, потому что это был такой эксперимент, связанный с тем, что мне просто захотелось проверить себя, смогу ли я. И у меня получилось, но мне кажется, что сегодня я сдался. И с этого дня я буду сидеть больше в интернете. А точнее, я буду сидеть в нем всегда. Смысл этого видео в том, что мне очень хочется задать вам вопрос. И я очень хочу получить ваши ответы на мой вопрос в комментариях внизу. Итак, сколько времени вы смогли бы провести без интернета? Максимум, который я однажды выдержал, это, наверное, несколько часов, потому что мой телефон разрядился. Я не знаю, возможно, это потому что у меня такой род деятельности, и вам было бы проще избавиться от интернета на какое-то время. Но, собственно, я и хочу узнать ваши ответы в комментариях. На этом видео я хочу сказать вам, что с этого момента Рома Желудь всегда будет сидеть в интернете. Да, полгода я старался делать это в меньшей степени и не выдержал. Ну как в меньшей степени? Полдня, а не весь день. И теперь у меня появилась своя группа ВКонтакте, которую я создал примерно 2 недели назад. Каждый день я захожу в нее и общаюсь со своими поклонниками. Соответственно, туда я загружаю все свои новые фотографии и видео, которых нету, можно сказать, нигде. И там я хотя бы как-то могу общаться с вами, ставить вам лайки и делать вам сигны. Так что добавляйтесь туда, потому что она как символ вечного духовного задротства. И стена, на которую пишут мои поклонники, бежит с такой скоростью, что ее иногда даже сложно читать. Но это только иногда. Кстати, я заметил одну штуку. Когда меньше сидишь в интернете, ты хотя бы спать можешь. Где-то полгода назад я сидел в интернете, наверное, до 5 утра, а потом только ложился спать. И знаете, вот тот момент, когда ты лежишь, справа от тебя телефон, слева компьютер, впереди под ногами iPad и что-то еще, вот ты все это выключаешь, кладешь вокруг себя. Ну, в принципе, я так сплю, может быть, это только у меня такой forever alone, но... Ну, в общем, ты еще часа 2 не можешь уснуть, потому что у тебя в голове такие вещи происходят, что просто... Ты всю ночь думаешь о том, что было весь этот день. Ты всю ночь думаешь о ретвитах, о лайках, о каких-то комментариях под фотографиями, потому что ты весь день... всю ночь сидел в интернете. И, кстати, мне еще хотелось задать вам такой вопрос. У меня у одного, когда я закрываю глаза перед сном, если я до этого играл в какую-то игру, эта игра как бы вселяется в меня, и я думаю о том, как я, находясь в этой игре, прохожу уровни и получаю бонусы. Я, наверное, один такой странный мальчик. Кстати, об играх. Как вы все знаете по моим прошлым видео, один из моих любимых фильмов — это «Зал самоубийц». Именно в этом фильме есть игра, о которой я мечтал всю свою жизнь. Да, мам. Я всю свою жизнь мечтал об игре, в которую можно попасть, походить там и, будучи собой, попасть в эту интернет-реальность. И знали бы вы, как я был удивлен, когда я нашел такую игру у нас в России. Господи, это ж можно проводить фан-встречи непосредственно в игре. Вы можете себе представить? Виртуальный Рома Желудь целует виртуальных вас. В этой игре, кажется, можно даже строить отношения, поэтому... Да. Вы готовы? Это игра Парапа, город танцев. Я больше чем уверен, что большинство из вас слышали об этой игре, и кто-то в ней точно есть. Ссылка. Соответственно, там же можно и скачать эту игру. В игре есть подробные инструкции, поэтому она несложная. Регистрироваться на ней тоже очень быстро. Вы сможете создать своего виртуального персонажа и ходить им в виртуальном городе. И, возможно, именно там найти меня. Вы просто играете в игру, следите за моими социальными страницами и ждете информации о том, когда я туда зайду. И, соответственно, в этот день вместе с вами мы сможем организовать настоящую фан-встречу, на которой я могу обнять каждого из вас. И, соответственно, это будет такая всемирная фан-встреча, потому что есть города, в которые я когда-нибудь приеду, но никто не знает когда. А эта игра даст нам возможность объединиться и провести что-то такое необычное, и мне кажется, такого еще не было ни у кого. Мой персонаж будет выглядеть вот так. В игре есть чат, онлайн-персонажи, то есть это живые люди, которые управляют ими, как в Sims. И, собственно, это онлайн-город, в котором
Люди общаются с друг другом и выполняют задания. Основная цель игры — это танцевать, и там даже есть мои песни. В эту игру играет огромное количество людей по всей России. Это значит, что из огромного количества человек вы сможете найти себе друзей, и сможете найти друзей из моих поклонников. Так что увидимся в игре, и главное это... Ну, наверное, хотелось бы вам сказать напоследок: пожалуйста, дети, больше проводите времени на свежем воздухе. Потому что подумать только, сколько времени в день вы держите в руках свой телефон. Я люблю вас!